Добрый вечер, друзья! Благодарим вас, что смотрите наш канал. Сегодня в гостях, или как бы сказать, сегодня просто с нами Борис Тамахин. Здравствуйте, Борис. Рад вас видеть. Здравствуйте. Я приветствую зрителей. Борис, э, вы отсидели 12 лет в общем в российских тюрьмах за Мгм. вашу честность и за вашу смелость говорить правду, независимо от того, насколько опасно это может быть для вас. И за это я и мои единомышленники, мы хотим поблагодарить вас, в частности, за то, что вы сделали и говорили в защиту чеченцев, и сказать вам, что мы никогда этого не забудем. И Спасибо. поблагодарить вас также за то, что вы вообще делаете для всего цивилизованного мира. Спасибо. К сожалению, у меня очень маленькие возможности что-либо сделать. Так сказать. Желание есть, но возможности явно не хватает. Тут даже дело не в возможностях, как я понимаю, что у вас немного подписчиков, что финансовые возможности, вы об этом Да. говорите. Нам очень ценно, что вы говорите. И когда вы начали это говорить? Когда еще это на пальце одной руки можно было сосчитать людей в России, которые были готовы, которые стали на нашу сторону, поняли чеченцев Ну да. и открыто говорили об этом. Так что мы все знаем и все помним и ценим. Итак, Спасибо. мой первый вопрос. Когда Как и когда вы поняли, что чеченская война преступна? Ведь вы тоже слушали российскую пропаганду и находились, так сказать, в зоне ее действия. Вы понимали больше, чем другие, или тогда все понимали и вы были просто смелее других? Ну, понимаете, в чем дело? Я в достаточно разумном возрасте застал еще Первую войну. И я вам хочу сказать, что российская пропаганда тогда была немножко другой. Может быть, об этом сейчас не все помнят, но в Первую войну еще не было такого тоталитарного режима, который возник при Путине. И, так сказать, это может прозвучать парадоксально, да, несмотря на то, что это государство проводило геноцид в Ичкерии уже тогда, потому что уже Первая война была геноцидная, это все как бы прекрасно помнят. Но тем не менее, если как бы смотреть на то, что происходило внутри России самой, как бы, политическая жизнь была достаточно свободна, я вам скажу. Таких законов безумных, как потом начали приниматься при Путине с 2000 года, не было. В политическом смысле было все достаточно свободно. Вот, там, внутри. И, в общем-то, пропаганда была другая, потому что, большинство прессы, большинство, так сказать, либеральной интеллигенции, большинство правозащитников выступали против этой войны. Это я тоже помню. Может быть, они как бы не поднимались до того, чтобы признать право Чеченской Республики Ичкерия на независимость, и как бы так по умолчанию, вот по инерции считали там ее частью России. Но во всяком случае они были в жесткой оппозиции тому геноциду, который там происходил. Вот эти все зачистки, вот эти все проверки паспортного режима, там, фильтрации и все остальное, все это подвергалось жесткому осуждению в прессе. И поэтому, в общем-то, немножко другая атмосфера была. Были живы многие, там был жив, допустим, Мнасаканян, с которым я общался, которого я знал, который ездил туда, он умер вот в прошлом году. Вот, другие многие были живы, люди, кто занимался чеченской темой, Попов занимался чеченской темой, я помню, об этом рассказывали, о тех зверствах, которые там происходили, о тех ужасах, которые там творились, люди рассказывали. Вот это все было известно, другая атмосфера немножко была. Вот, поэтому тогда, в общем-то, это было естественно. Все приличные люди так или иначе выступали против. Я помню, что Новодворская же прямо написала, когда началась Первая война, она написала листовку, где прямо сформулировала, что в огне грозненских пожаров сгорели заслуги Бориса Ельцина перед страной. Ну, там на нее завели дело за эту листовку, но потом, между прочим, вот как бы характеристики различий между тогда и сейчас, там на нее ФСБ завело дело, ее таскали на допросы, она там была под подпиской о невыезде. Кончилось тем, знаете, чем кончилось это дело? Кончилось тем, что лично Ельцин позвонил туда, в ФСБ, и попросил дело закрыть. Дело закрыли. То есть атмосфера была другая, и я уже тогда, ходил на антивоенные митинги, и как мог, так сказать, будучи там молодым еще студентом,
участвовал вот в этом антивоенном движении, тогда еще как бы в массовке. Митинги были достаточно большие. Я там, ну, стоял, просто слушал и, так сказать, участвовал таким образом больше, пассивным. Вот. Но тогда это было, ну, нормой для всех приличных людей. Большинство нормальных людей выступало против войны. Вот потом, в 99 году, ситуация резко изменилась. Я честно вам скажу, я сначала не верил, когда я увидел, что они начинают новую войну против Ичкерии. Мне сначала не верилось. Мне сначала не верилось, что они решатся. После, так сказать, того пинка хорошего, смачного, который им дали чеченцы 3 года назад всего лишь, в 96-м, мне сначала не верилось, что они посмеют. Вот. Но они устроили все по-умному, потому что эти за дело взялись чекисты, это как бы была другая совершенно категория. Это был не Ельцин, который был там простоватый такой, он, может быть, и делал глупости, но потом имел мужество все-таки признать, что он сделал глупости, попытаться исправить. Это были люди совершенно другого типа, холодные и циничные подонки. Вот. Они взорвали 2 дома в Москве, вот, устроили как бы истерию на этой почве, поднялась жуткая паника. Осень 99 года мне, так сказать, памятна на всю жизнь. Вот. И тогда, да, тогда фон как бы общественный совершенно переменился. Все, так сказать, задрав штаны, побежали за этим Путиным, который возник вот как, так сказать, спаситель от страшных террористов, которые там завтра ваш дом взорвут. Специально так подводилось как бы общественное мнение к таким выводам, что Путин въехал там на белом коне в Кремль как спаситель от террористов. Вот. У меня было такое ощущение, что я один как бы против этого выступаю. Тогда я в конце концов, видя, что какая свистопляска происходит, уже осень 99 года, что все как с ума сошли. Вау, какой-то такой сплошной катится. Вот тогда я просто взял книжку записную, стал ее как бы листать, искать людей, с которыми я когда-то что-то вместе делал в предыдущие годы. Каких-то своих старых знакомых, пытаться их обзванивать их и пытаться наладить какой-то протест, какой-то что-то организовать, уже как бы, ну, уже не приходя на чьи-то митинги, а уже пытаясь организовать самостоятельно. Вот именно тогда, с осени 99 года, потому что я понял, что больше некому. Больше просто некому. И было такое ощущение, что если я не найду никого, никто со мной не согласится пойти вместе, так сказать, протестовать против творящегося беспредела, я пойду один. Вот. Я набрал какое-то количество народу, и мы как бы начали эту кампанию вот так вот. Вот. Такие воспоминания как бы трагические достаточно. Вот. Так что не знаю, понимал ли я больше или был ли я смелее, но во вторую войну уже было понятно, что надо что-то делать самому, потому что ситуация кардинально изменилась вот из-за взрывов домов. Они это сделали как бы с правильным расчетом на панику и на массовую истерию. То есть вы считаете, что из-за работы спецслужб большинство даже не понимало всю преступность этой второй войны? Ну, конечно, их запугали до ужаса, но вы представляете себе, взрывается дом жилой, да? Ну, под утро люди спят, да, вдруг взрывается дом на Гурьянова и показывают вот эту жуть. Это самый дом, целый подъезд просто выпал. Длинный такой дом, целого подъезда просто нет, там завалы, там вытаскивают людей окровавленных из-под завала. Это в Москве, представляете себе? В Москве. Понятно, что это жуть, вообще никто не ожидал такого, все были в ужасе. И понятно, что все легко поверили, что это, значит, сделали чеченские террористы. Потому что легко, когда люди в таком паническом состоянии, то легко им внушить что угодно. Назвать виновного, там, показать пальцем и скрикнуть «ату», и все. Натравить, так сказать, на чеченцев, на кого угодно. Люди в таком состоянии, что они не будут особо вникать и анализировать. У них взвинчены нервы, они в панике, в ужасе. Кончилось же чем? Кончилось тем, что когда в сентябре 99 года в Рязани они планировали взорвать очередной дом, кто их там поймал на, так сказать, на месте преступления? Местный житель, которого до этого телевидение накручивало там месяц лишь. Вот, собственно говоря, их пропаганда в конце концов вышла им же боком, потому что этих чекистов, которые минировали дом в Рязани, поймал местный житель, потому что местный житель уже был с обостренной бдительностью, его телевидение уже накрутило. Это все. После этого же Путин сказал, что больше взрывов не будет. Таким тоном абсолютно убежден, больше взрывов не будет. И действительно не было. Вот так. Борис, как или чем закончится, по вашему мнению, война в Украине и какой мир нас ожидает после нее? По моему мнению, война в Украине закончится победой Украины. И я очень надеюсь, не могу на 100% гарантировать, но очень надеюсь, что она закончится также
прекращением существования Российской Федерации, ее распадом. Или, по крайней мере, отпадением от нее окраин. Вот, или, по крайней мере, так сказать, ужатием Российской Федерации до каких-то, так сказать, более-менее там ее исконных территорий. Все завоеванное когда-то за столетия она потеряет. Какой мир нас ожидает? Нас ожидает, ну, новый мир совершенно такой потрясающий. Я просто, ну, я, естественно, не могу доказать свои слова, там, я не гадалка, не бабка Ванга. Я просто предполагаю, что такое могло бы быть. Украина могла бы стать страной номер один в Европе, как минимум. Украина имеет огромный потенциал, ее народ проявил себя как действительно народ, как действительно, так сказать, народ, способный на такие потрясающие вещи. Он уже второй год выдерживает вот эту чудовищную войну, остановив и отбрасывая вот эти орды оккупантов, освобождая, так сказать, оккупированные территории, сдерживая их там под Бахмутом, этих ублюдков. Так что украинский народ способен на потрясающие вещи совершенно. И понятно, что Запад, ну, старые страны Запада не очень-то заинтересованы, чтобы Украина появилась, так сказать, как конкурент, чтобы Украина, ну, влила вот эту вот новую кровь, так сказать, в жилы Европы и дала, так сказать, новые смыслы. Конечно, там будет это все встречено так. Будут говорить, что да, мы типа поддерживаем, мы, так сказать, за, и будут сжать руки и улыбаться, но за спиной они будут, наверное, пытаться, так сказать, как-то сдержать Украину все-таки. После окончания войны уже там Украина собирается вступать в Евросоюз, и некоторые члены правительства говорят, что вот-вот уже после войны там нас быстро примут, все такое. Я сомневаюсь, что их быстро примут. Так же, как, кстати, я сомневаюсь, что Украине вообще надо туда вступать. Но в любом случае победа, такая колоссальная победа историческая над историческим врагом, совершенно чудовищным, над вот этим вот абсолютным злом, дистиллированным, таким, химически чистым в лице Московии. Конечно, эта победа ставит Украину вообще на такой беспрецедентный уровень совершенно. Это будет вообще, могу сказать, ну, без преувеличения, может быть, это пафосно слишком прозвучит, что 21 век имеет шансы стать украинским веком после вот этой победы. Мне очень нравится ваш сценарий. Я очень хочу, чтобы Да, было бы здорово. да, чтобы он осуществился. Есть такие критические мнения, что вот после распада будет хаос, дележка территорий, все эти нацменьшинства передерутся между собой, все такое. Не кажется ли вам, что это специально накрученные проблемы, что это раскручено больше, раздуто больше того, чем на самом деле, что на самом деле есть? Ну, разумеется, разумеется. Не будет никакого хаоса. Понимаете, хаосом запугивают вот те, кто хочет сохранить империю. Они вот именно поэтому и запугивают, чтобы, так сказать, не допустить ее распада, чтобы, так сказать, затуманить людям мозги. Что будет хаос, будет какая-то дележка, будет вообще ужас сплошной. Там. Война всех против всех. На самом деле нет, не будет это. Есть, знаете, вся эта внутренняя междоусобная борьба, по крайней мере, в Российской империи и на территориях, которые она столетиями завоевывала, вся эта борьба, в общем-то, происходила именно под влиянием и по причине усилий колонизаторов. Именно колонизаторы вносили вот эти условия, которые, так сказать, выливались потом в какую-то борьбу. Потому что есть старый, еще с римских времен известный принцип «разделяй власть». Народами, которые разделены, которые стравлены, которые, так сказать, не с колонизаторами совместно воюют, а воюют между собой, грызутся там за какой-то клочок земли, конечно, в Москве легче такими народами управлять, легче, так сказать, держать их в покорности и подчинении. Поэтому это все нарративы Москвы, нарративы колонизаторов, нарративы вот этого москальского империализма, что не дай бог, распадется империя, будет какая-то война, кровь там и так далее. Ничего не будет. Больше проблем и крови и всего остального вот сейчас, за вот эти вот, сейчас, в наше время, в 20 веке и в 19 и все столетия, пока существует империя, там лилась кровь, потому что колонизаторы организовывали такую политику, чтобы стравливать народы. Именно распад империи положит вот этому всему конец. Изгнание колонизаторов и обретение народами независимости и субъектности. Вот и все. Что бы вы посоветовали чеченцам-демократам, тем, кто хочет видеть свое государство на демократических принципах? Что я могу посоветовать? Я могу скорее пожелать, кстати, чеченцам добиться независимости Ичкерии,
Действительно добиться, не упустить тот шанс, то окно возможностей, которое вот открывается сейчас. Может быть, там завтра на послезавтра, когда уже, так сказать, определится окончательно победа Украины, там начнется распад империи, добиться своего, добиться, так сказать, независимости Ичкерии и воспользоваться этим моментом. Вот. Это будет, ну, историческая победа и восстановление справедливости, так сказать, после всего, что пережил чеченский народ за вот эти годы, так сказать, начиная еще с 90-х, с первой российско-чеченской войны. Надо, наконец, покончить с этим. Чеченский народ как бы один из первых вообще кандидатов на независимость, на освобождение, на, так сказать, свою государственность, на то, чтобы покончить с этой империей, которая подвергала его геноциду столько раз. Вы знаете, у нас есть, ну, расходятся в народе мнения по поводу того, как Чечня будет освобождаться после распада или после проигранной России войны. Если Россия распадется, то это уже ну, более легче для нас сценарий. Все, и так уже все расходятся, все, в принципе, все нормально. Но если нет, то мнение, что вот чеченцы обладают такой силой, особенно чеченцы, которые сейчас находятся на свободе, то есть на Западе, что обладают такой силой, чтобы сами собрать вооружение, армию и поехать освобождать, оно очень ошибочно, потому что мы уже 20-30 лет находимся в перманентном геноциде и постоянной борьбе за выживание. Просто у нас без протектората и помощи Запада среди моих Ну так-то да, понятно. да, среди моих Понятно. единомышленников нету другого как бы видения, кроме как с помощью Запада и протектората Запада. Хотя, Нет, ну понятно, что Запад должен будет поддержать, естественно. Совершенно несомненно, потому что силы чеченского народа, конечно, истощены вот этим всем бесконечным геноцидом. Лучшие люди или погибли, или уехали в эмиграцию, да. В самой Чечне что творится, так сказать, безумный совершенно режим. Вот. Понятно, что ну, предсказать заранее, как будут разворачиваться события вот непосредственно, так сказать, с крушением путинского режима, там, вот этого кадыровского режима в самой Чечне нельзя, потому что никто точно не знает. Иммигранты, видимо, я думаю, что большинство иммигрантов вернется, как только откроется возможность туда вернуться. Но понятно, что в самих событиях, которые будут там происходить в связи с падением этого кадыровского режима, будут местные, конечно, больше участвовать, те, кто сейчас непосредственно там находится. Я абсолютно уверен, что люди смирились, временно, они терпят вот это безумное насилие, но они в душе, сказать, принципиально, они, конечно, не смирились с тем, что над ними творится такое насилие, что как только чуть-чуть откроется какой-то просвет, будет чуть-чуть легче дышать, они, естественно, поднимутся, сметут вот это все. Потому что, ну, в конце концов, чеченцы 400 лет боролись за свою свободу. Это вообще грандиозный путь прошли. Неужели только для того, чтобы сейчас полностью сдаться, и вот этот Кадыров будет там издеваться над ними как хочет? Нет, конечно. И это будет Кадыров, я думаю, Кадыров же прекрасно знает, что пока, ну, что когда не станет, если и когда не станет путинского режима, который его поддержит, он там 3 дней не проживет в этой Ичкерии. Он именно прекрасно же знает. Именно так. Многие почему-то не понимают, и иногда слышится в информационном поле в Украине тоже упрек чеченцам, что вот как вы могли так, вот во что вас превратил Путин или там Кадыров, вот как вы могли так сломаться. И люди не осознают весь ужас, через что мы проходили и проходим. И я не хочу им даже, чтобы они его видели, чтобы знали, они, каким он был. Просто люди иногда не до конца, не понимая ситуацию, иногда пишут упрек нам такие вещи, особенно в комментариях читаешь такое. Ну, я для себя решаю, что, наверное, это какой-то бот, потому что ну, человек адекватный, который сейчас на Так себе... ведь, слушайте, так ведь когда, ну, когда это все, вот представьте такую ситуацию, когда вот там это все рухнет, в Москве рухнет, и там в Грозном этот режим рухнет, да, а что будут делать вот эти все прихвостни Кадырова, все, кто там пытает, убивает, да, и, так сказать, издевается над народом, что они будут делать? Они же тоже немедленно вспомнят, что они чеченцы, опять приобуются и скажут, что мы за независимость, мы всегда были за независимость, мы воевали там в первую войну, во вторую, и все. Как будто так и надо. Вот так будет, я абсолютно уверен. А сейчас с ними что делать? Будет вопрос. Вот, потому И что их достаточно много.
И они чеченцы по национальности, да, и они тут же скажут, что мы всегда были за независимость, мы только временно там, нас заставил Кадыров типа, вот это все творить. Вот так. Ну, у нас в партии есть такое мнение, что обязательно должна быть иллюстрация, и Разумеется. каждый человек по своим деяниям. За то, что кто-то там в ГАИ работал, к ему претензий нет, он вырос в этой пропаганде, работал в ГАИ. Но если есть люди, которые были прям поддерживающими э, захватническое правительство, это оккупационное правительство, прям, которые работали на него и повязли в крови, у которых руки в крови, над ними будет суд, демократический суд, все как положено. И Да, иначе, обязательно надо, иначе это будет да, все иначе невозможно, по-другому ни о невозможно. чем. Да, Да, вся эта гниль должна быть вычищена обязательно. Без этого я никак. согласен. А, такой вопрос. Вот я читал вашу Википедию на английском языке, Мгм. и там написано, что вас посадили на долгий срок за то, что вы называли оккупантами российские войска и Чеченской республики Ичкерия и сравнивали Путина с Милошевичем и Саддамом Хусейном. Ну, между прочим, между всем этим, это была первая причина, почему вас арестовывали первый раз, как я понял. И во время ареста 21 марта 2016 года написано, что вы пытались сбежать, и во время этой попытки выпали с 4 этажа. При этом получили тяжелые травмы. Во-первых, вы Насколько это, немножко, насколько это правдивое утверждение, и вы действительно сами выпали с 4 этажа, или вам все-таки там помогли? во-первых, вы немножко путаете, это было 21 марта 2006 года, а не 2016. Там немножко, немножко где-то неточность вкралась. Это было в шестом Возможно, я году. неправильно переписал, А, извиняюсь за ошибку эту. Да, я тогда как раз попал на первый срок. Первый срок, действительно, я могу сказать, так сказать, с гордостью, что в первый срок я сидел за Чеченскую войну. За свои публикации я постоянно писал о происходящем там, об этой войне. Все эти, если кому интересно, все мои тексты сохранились, они все есть в интернете. Я бы хотел, может быть, их издать, хорошо было бы книгу издать, конечно, какой-нибудь сборник, чтобы для истории это осталось. Но, по крайней мере, в интернете все эти тексты есть, начиная там еще до войны, с 98 года есть мои тексты. Вот. Как я выпал? Нет, мне никто не помогал, хотя такая версия гуляет, я знаю. Вот. Просто они меня выследили, понимаете, к тому моменту я уже, к этому 21 марта, я уже был, 20 месяцев был в международном розыске. Вот. Я так жил в разных местах, но домой все-таки надо заехать. Мать была жива тогда, и как бы совсем бросить мать мне тоже было неудобно. Вот. И она очень переживала, естественно, за меня. Я зашел какое-то время, там был, уже хотел уходить, и вдруг звонок в дверь. Вот. И как-то так получилось, понятно, что в розыске, понятно, что ну, вроде нет-нет, но иногда там они наведывались, проверяли. Вот. И как-то они там, я не знаю кто, это был мент в штатском, короче говоря. Как потом я узнал. Но он, короче, как-то засек, что мы с матерью ну, буквально дверь не открыли, ну совсем шепотом. Практически беззвучно, почти, но он как-то засек, что я дома. Не знаю, какой слух вообще у него был, совершенно потрясающий. Вот. Короче, вот так. Он вызвал подкрепление, они сначала там пытались в дверь ломиться, но у них не было обыска как бы официального какого-то разрешения на то, чтобы взломать дверь, и они меня просто спасли там весь день на лестнице и на улице в машине сидели. Вот. Караулили. А им-то что, они сменяются, у них связь, у них все. Отключили щиток, это самое, чтобы квартира обесточена, я не могу там даже телефон зарядить, все отключили. Вот. И я просто подумал, что надо как-то сваливать, потому что сколько же это будет продолжаться? Вот уже весь день, и они еще притащат ордер, еще вломятся. Вот. И я попытался просто, когда стемнело, у меня окна выходили назад, на заднюю сторону дома, а они сидели в машине там у подъезда. Вот. Мне там человек один смог передать веревку, купил специальную веревку, такую прочную, вот, которая, по-моему, должна была аж 200 килограмм выдерживать, если я не путаю. Вот. Вот он ее передал, я ее там привязал к батарее, сложил вдвое, привязал к батарее, там навязал на ней узлов и как собрался по ней спускаться на улицу из окна.
Но, к сожалению, этот план был хорошо продуман, но, к сожалению, он не реализовался, потому что как только я на этой веревке, вот так вот, за одну руку вот так обмотан у меня был, как только я за эту одну руку повис на этой веревке, она немедленно оборвалась, я грохнулся вниз. Вот. Вот так вот было. То есть никто не помогал, к сожалению. Вот веревка, которая вдвое была сложена. 200 килограмм там она или сколько, я не знаю, выдерживала, но тем не менее. Получилось вот так, неудачно. Я М. упал там, переломался, да, сломал позвоночник, сломал ногу. И в таком состоянии меня скорая в реанимацию, а потом уже в 20-й больнице в Москве есть больничный ИВС. Как раз рядом, ближайшая больница от меня. То есть меня в любом случае туда отвезли. Но так отвезли в больничный ИВС под стражей. Там мусора стоят, охраняют двери. Вот так. А. Мой следующий вопрос прислан мне однопартийцем, который попросил меня задать вам его. Сергей Владимирович, следите ли вы за пропагандистской работой Лубянки и Кремля, избирательно направленной на чеченскую аудиторию с радикализацией и параллельно на мировое общество с очернением чеченцев? То есть, если своими словами, Ну, э, Ну, насчет того, что Лубянка работает на международном уровне над очернением чеченцев, это как бы, да, это началось не вчера. Знаете, это началось еще очень давно, и я, ну, отчасти, конечно, я слежу за этим, потому что когда происходит событие, там, помните, во Франции, да, чеченец там кому-то голову отрезал, да, там да, какому-то молодой там, чеченец, и да, и это очень выпячивалось, что это чеченец, и из-за этого у всех чеченцев во Франции, я помню, сразу же начались большие проблемы. То есть понятно, что Лубянке это выгодно, и она как бы будет вот этот фактор использовать, естественно. Совершенно очевидно. За чеченским обществом я слежу, ну как, ну не очень, может быть, пристально. Все-таки есть как бы сейчас вот эта украинская война, я в Украине нахожусь, это главный фактор. Но чеченцы причастны также и к войне в Украине, чеченцы участвуют. И насколько я могу, я слежу. Я, к сожалению, просто, ну, из того, что я вижу, вот наблюдая за чеченским обществом, я вижу то, что, к сожалению, чеченцы раздираются, так сказать, противоречиями, происходит внутренняя борьба такая ожесточенная. То есть чеченцы не сплочены все, как бы, все воедино, чтобы, так сказать, помогать Украине отбиться от москальской агрессии, чтобы в дальнейшем, так сказать, способствовать там, концу империи и завоеванию свободы Кавказа. К сожалению, чеченцы очень активно выясняют отношения между собой. Это очень печально. Обвиняют друг друга в работе на ФСБ. Вот эти все, так сказать, постоянные скандальные какие-то ситуации происходят. Вот. Я читаю «Кавказ-центр», в частности, там это тоже отражаю. Я по старой памяти его читаю, потому что я же когда-то печатался на нем в начале этого столетия. Вот. Там это отражается. В общем, ситуация не очень, конечно, такая приятная. Вот. Я бы хотел, конечно, пожелать, чтобы все как бы отбросили эти разногласия и сплотились по возможности. Я понимаю, что это глаз вопиющего в пустыне, что этого в ближайшее время нельзя ожидать, к сожалению, большому. Вот. То есть вот я вижу ситуацию вот так, она не очень радостная, конечно, к сожалению, к большому. Вот. а, надеюсь, впервые за все время, когда я вас слушаю, что в данном вопросе вы ошибаетесь. Но я прекрасно понимаю, почему вы с Я таким... смотрю со стороны, а вы Да, смотрите изнутри. да. Поэтому я сужу, как я это вижу. То есть не могу сказать, что Вот. я не согласен с вами, просто надеюсь, что все-таки здесь вы ошиблись. Ам, Борис, что вы думаете о форме свободного народа в России и ну, в целом о русских оппозиционерах, которые сейчас находятся на Западе, О форуме свободных народов пост России, наверное, да? пост России, да? Ой, оппозиционеры есть разные. Есть вот этот форум свободных народов пост России, есть вот этот Каспаровский же форум. Это как бы немножко разные вещи. Поэтому я о них думаю разные. Я думаю, что есть люди, которые традиционно планируют сохранить Россию как единое государство, вот этот вот Каспаровский форум «Свободной России» он называется. Вот. И еще как бы, ну, значительная часть, там эти самые навальнисты, которые тоже все на Западе, вот, они планируют, естественно, сохранить Россиюшку, сказать, убрать только одного Путина с его бандой,
и, так сказать, сменить, сесть самим на этот трон, убрать Путина с его банды и занять самим этот трон и как бы все теплые места и править дальше. И если даже, понимаете, главное в чем, если даже они искренне, сами искренне верят, что при их власти Россия станет другой, там, демократической, свободной, такой прекрасной России будущего, все такое, они или искренне не понимают, или цинично лгут. Но скорее они, конечно, не понимают, что пройдет какое-то время после этого, закончится очередная оттепель, и все вернется опять на круги своя. Россия из всех оттепелей выходила опять вот в ту же самую сторону. Ее история ходит по кругу. Вот, всегда после оттепели наступали заморозки, и потом начиналось все по новой. Тирания внутри и экспансия вовне. То есть если они закладывают в будущее сохранение РФ как государства, как бы субъекта, то тем самым они закладывают новые агрессии против Украины, против кого угодно, против Грузии, там, против любых соседей. Все пойдет по тому же кругу. Они не смогут переломить историческую традицию, которая, так сказать, давлеет над российской государственностью. Любые оттепели, любые попытки реформ заканчиваются восстановлением тоталитарного режима, тирании и, так сказать, внешних экспансий и всего прочего. Поэтому они, ну, или идиоты, или провокаторы. Другого тут, ну, скорее, большинство, кажется, идиоты. Провокаторы, может быть, там руководство у них, типа там Волкова и прочих. Вот. Что касается другой части, есть форум вот этих вот свободных народов пост-России, который состоит, конечно, больше не из русских иммигрантов, а из представителей коренных народов. Вот. Ну, в общем-то, да, это такое достаточно прогрессивное явление, на мой взгляд. Хотя надо сказать, что я читаю их там телеграм-канал, я читаю их материалы, которые они присылают. Ну, некоторая легковесность там все-таки чувствуется, потому что когда люди уже вот сколько, уже скоро год, как они начали проводить эти форумы, они все как бы занимаются раскрашиванием карт будущей пост России, и вот выяснением, где какие границы, где какая республика будет, причем они этим занимаются, сидя в эмиграции. Они как бы, ну, особого влияния там у себя на родине, в своих регионах не имеют. Но они упорно занимаются вот этим, то, что им как бы не дано решить. Это не от них зависит, какие где границы пройдут. Вот. Они форум для, так сказать, высказывания вот этих вот позиций антиимперских и, так сказать, деколонизационных, и это хорошо. Глядя на этот форум, ну, читая их материалы, я иногда с грустью думаю, что когда я начинал выступать против москальской колониальной империи, против вот этого вот абсолютного зла, как раз вот Вторая война в Ичкерии уже шла, вот. Когда я начинал все это писать, меня все считали сумасшедшим, каким-то идиотом, и, в общем, все это сам посмеивались только. Вот. Никого практически вот из этих товарищей на слуху не было, ни одной фамилии из тех, кто там сейчас мелькает, никого слышно не было. Единственное, что известны были только братья Кашап. Братья Кашапу действительно были известны уже тогда. Это, как бы, по-моему, это единственное исключение. Вот. Они тоже большой путь прошли, они как бы заслуженным уважением пользуются. Всех остальных не было слышно, а теперь получается, что этот меня не приглашают. Вот не приглашают. Я эту тему разрабатывал достаточно активно, я уже еще раз сказал, что все тексты сохранились, все сохранилось, все может быть предъявлено, если кто-то не верит. Но, тем не менее, меня не приглашают. Я как бы остался за бортом этого движения. Я как бы есть формальная причина тому, я сказать, не удивляюсь. Ее и озвучивают обычно, когда некоторые спрашивают, а почему Стамахина не приглашают? Как бы. А он типа никого не представляет, он же не представитель там какого-то народа, или он не представитель там будущей Московской республики, я типа родом формально из Москвы, мог бы там Московскую республику. Там уже есть помимо Стамахина другие представители Московской республики, их уже приглашали, уже все это было. Вот. Я вот как бы смотрю только со стороны, но вообще само по себе начинание, конечно, прогрессивное. Несмотря на все недочеты, на некоторую легковесность, на вот эти вот строители. Я несколько видео у себя на канале записывал про этот форум. Вот. Я могу сказать только одно, что это немножко, знаете, отдает, есть такая русская пословица, делить шкуру неубитого медведя. Вот то, чем они занимаются, отдает вот этим, дележкой шкуры неубитого медведя. Уже заранее выяснять, какая где республика будет, какая у нее будет конституция, как там будут, какие, так сказать, какие законы, как что будет, какая экономика. Вы сначала сделаете так, чтобы эта республика освободилась, и в ней можно было что-то. Потому что это немножко это смешно. Сидя в эмиграции, рассуждать вот об этом, как будто
Главным, я могу просто сформулировать, я об этом тоже не раз говорю, что главным препятствием к независимости любого региона России, нынешней, любой национальной республики и прочего, является простая, четкая, конкретная вещь – управление Федеральной службы безопасности по данному региону. Вот это основное препятствие к независимости региона. Управление Федеральной службы безопасности по региону надо нейтрализовать. Желательно его просто полностью ликвидировать физически. Другого варианта нет. Вот когда это будет сделано, еще есть управление Министерства внутренних дел по региону, его тоже надо нейтрализовать и желательно тоже полностью ликвидировать. Вот когда это будет сделано, тогда можно будет рассуждать о том, какая будет в этой республике дальше жизнь. А до этого как-то немножко это смешно, на мой взгляд. Друзья, я напоминаю всем, что у Бориса Стамахина есть свой канал на Ютубе, где он полностью анализирует все события, происходящие в мире, в основном, конечно, вокруг Украины и Мордора. Я призываю вас подписываться, поддерживать его канал, писать комментарии под каждым видео, потому что если такие люди, как Борис, и его канал не будут расти, то его информация не будет донесена до большого количества людей, то мы все общие, все мы от этого проигрываем. Поэтому я еще отмечу тут в комментариях этот канал. Заходим на канал, дружно подписываемся. Борис, Да. я благодарю вас за ваше время, за ваши ответы, за то, что вы есть, за то, что вы делаете. И желаю вам всего наилучшего. И надеюсь, вы будете частым гостем у нас на канале. Да. Я тоже очень надеюсь. Спасибо вам большое за приглашение. Смерть России. Слава Украине! До Героям свидания. слава. До свидания. Всего доброго.